Серия терактов на 9 мая в России, политическая буря в Германии, в Казахстане военную авиацию готовят для новых целей, а в Украине пожизненное светит гражданину Узбекистана за убийство 11 человек. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Путин может не дожить до полного захвата Украины. Чтобы выйти до Львова, РФ необходимо 100 миллионов человек. Детали подсчета. Красные линии Украины. Киев не согласен с условиями Москвы. Новое обращение к Путину с трибуны Верховной Рады. Прощальная музыка для канцлера. Шольц назвал 3 мелодии, под которые с ним попрощаются. Что это за композиции? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Война в Украине может быть не только длительной, но и выйти за пределы страны. Так считает командующий силами армии США в Европе Кристофер Коволи. Он говорит, что Кремль хочет играть в долгую, но, судя по данным и расчетам военных аналитиков, Путин не доживет до конца своей так называемой СВО, если его главная цель – захват всей Украины. Издание Forbes подсчитало, что за апрель россияне захватили более 100 квадратных километров украинской территории, потеряв при этом 4800 единиц военной техники, а также практически 37 тысяч военных убитыми и ранеными. Для оккупации всей Украины понадобится 230 лет и 2/3 населения России. Площадь Украины более 600 тысяч квадратных километров, из которых 19% находится под российской оккупацией. При текущих темпах наступления и потерь Россия захватила бы остальную часть Украины к 2256 году ценой 101 миллиона погибших. Текущее население России – 144 миллиона человек. Удивительно, но ошеломляющие потери в людях и технике все еще не парализовали российскую армию в Украине. Париж при этом заявляет, Путина надо немедленно остановить, накинув экономические кандалы. В МИД Франции говорят, что Зеленский уже пошел на уступки. Теперь ход Путина. Но в то же время мы не увидели от Владимира Путина никаких сигналов, никаких признаков его готовности выполнить просьбу президента Трампа, скорее наоборот. Так что давайте посмотрим правде в глаза. В настоящее время главным препятствием на пути к миру является Владимир Путин. Поэтому мне было очень интересно во время моих встреч здесь, в Вашингтоне, узнать о похвальных усилиях сенатора Линдси Грэма, который подготовил обширный пакет санкций, получивший поддержку обеих партий и который в настоящее время подписали почти 70 сенаторов. Этот пакет санкций призван заставить Россию согласиться на прекращение огня. В противном случае санкции будут введены. К Путину обратились с трибуны Верховной Рады. Заявление из Киева полетело в Москву из уст министра иностранных дел Сибиги. Он назвал красные линии, которые Украина не переступит. Киев отказывается от условий Москвы. По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій України російськими. По-друге, ми не погодимось на будь-які обмеження щодо структури, чисельності, інших характеристик Сил оборони України, обмеження нашої оборонної промисловості, військової допомоги союзників чи присутності їхніх контингентів на нашій території. По-третє, ми не сприймемо будь-які обмеження суверенітету України, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору союзів та альянсів, до яких ми прагнемо приєднатися. Так, ми можемо не мати зараз консенсусу щодо членства України в НАТО, але й надалі будемо активно працювати задля його досягнення. Политическая буря в Германии. Топ-тема в стране – признание известной партии «Альтернатива для Германии», рейтинги которой сейчас растут, убежденной правоэкстремистской организации. В МВД страны уверяют, решение было принято независимо и не было политически мотивированным. Партия «Альтернатива для Германии» классифицируется как подтвержденная правоэкстремистская партия, поскольку доказано, что АДГ предпринимает действия против свободного демократического основного порядка. АДГ придерживается этнической концепции, которая дискриминирует целые группы населения. Граждане с миграционным прошлым рассматриваются как немцы второго сорта. Это явно противоречит гарантии человеческого достоинства, закрепленной в первой статье Конституции. Их националистическая позиция проявляется в расистских заявлениях, особенно в отношении иммигрантов и мусульман. Оказывается, что новый статус АДГ теперь позволит властям использовать по отношению к этой партии секретные методы для наблюдения. Это и прослушка телефонов, и вербовка информаторов. Шольц заявляет, что торопиться с полным запретом партии пока не стоит. Нельзя стрелять на поражение.
Среди ожидаемых результатов внедрение предлагаемых норм, расширение сферы использования военной авиации, повышение ее загруженности, содействие бизнесу в сфере логистики, снижение нагрузки на бюджет и получение дополнительных источников финансирования на ремонт и развитие авиации. Напомню, причиной одного из последних и громких скандалов, связанных с АДГ, стала конференция по реэмиграции, на которой обсуждалась массовая депортация мигрантов, просителей убежища и иностранцев с правом на жительство из Германии. В партии таким образом намекали на очищение страны. Прощальная музыка Шольца. Немецкий канцлер выбрал 3 музыкальные композиции, которыми его проведут в последний путь с нынешнего поста. На прощальной церемонии «Большой отбой» прозвучит в частности песня группы Beatles «In My Life», так как Шольц был мэром Гамбурга, города, связанного с ранней карьерой группы. Далее в плейлисте для прощания с Шольцем, как с канцлером, фрагмент Бранденбургского концерта номер 2 Иоганна Себастьяна Баха, поскольку Шольц живет в Потсдаме, столице Бранденбурга. И напоследок прозвучит еще и композиция Ареты Франклин «Респект», то есть уважение. Это было ключевое слово в предвыборных лозунгах Шольца на выборах 2021 года. На церемонии выступят с речами сам Шольц и министр обороны Борис Писториус. «Большой отбой» — это одна из самых торжественных церемоний Бундесвера, которые отмечают заслуги высокопоставленных лиц, которые уходят в закат, то есть завершают свою службу. Во время прощальной церемонии будет запланирован марш солдат, построение, исполнение 3 музыкальных произведений, чечетка военных, государственный гимн и завершающий марш. Друзья, а какие бы вы выбрали 3 мелодии, если бы условно увольнялись с работы? Под какую музыку уходили бы? Напишите 3 варианта в комментариях. Давайте поделимся своими предпочтениями. ФСБ готовится устроить теракты на 9 мая в нескольких регионах России. О показательных преступлениях против своих же граждан сообщает официальный канал международного разведывательного сообщества «Информнапалм». При этом на обеспечение безопасности парада в Москве брошены все силы, чтобы он прошел без инцидентов. Однако регионы не только оставляют без защиты, но и планируют создать несколько громких информационных поводов. Среди регионов, рассматриваемых для таких операций, на данный момент называют Хабаровск, Улан-Удэ и другие. Разведсообщество утверждает, что такие теракты нужны для того, чтобы обвинить во всем Украину, сорвать мирные инициативы США и мобилизовать общество. Изначально целью была вибрана Москва, но вскоре от терактов в столиці отказались. Є інформація, що вони хочуть щось таке зробити. І зробити, звісно, проти цивільного населення. Їм не жалко власних людей, вони підірвали дома, власні дома. Багатоповерхівки для того, щоб виправдати чеченську війну, першу, другу, тому здивуватися нема чому. І якісь такі речі, я впевнений, що відбудуться, але це буде вже швидше за все не підкладений там в підвалі десь мішки з вибухівкою, а це буде якийсь російський вже дрон, який прилетить, щось зруйнує, і вони будуть нас звинувачувати в тому, що ми атакуємо цивільне населення. Тем временем ФСБ уже отчиталась, что задержала женщину, которая собиралась устроить теракт на 9 мая, но против полиции и в Дагестане. Но в этом деле украинского следа, как любят говорить в РФ, нет. Девушка была якобы связана с некой террористической группировкой, запрещенной в РФ, и переписывалась с куратором в одном из исламских пабликов. Китайцы подарили жителям всей планеты, которым не хватало суток для решения проблем, немного дополнительного времени. Пекин, как утверждают в НАСА, увеличил длину дня и замедлил движение Земли. Виновником этого замедления стала дамба в КНР под названием «Три ущелья». Она находится на реке Янцзы в провинции Хубэй. Построена 13 лет назад, длиной 2335 метров и высотой 185 метров. Резервуар плотины вмещает около 40 кубических километров воды, что эквивалентно примерно практически 38 триллионам литров. Эта вода хранится на высоте 175 метров над уровнем моря, что придает ей значительный вес и энергию. Громаднейшее рукотворное строение помогает сократить использование угля и выбросы углерода, что делает ее важным источником возобновляемой энергии, пишет западная пресса. Исследование показало, что резервуар плотины увеличил сутки на 0,06 микросекунды и сместил ось Земли примерно на 2 сантиметра. Эти изменения ничтожно малы, но современные приборы способны их зафиксировать. Несмотря на опасения, плотина остается ключевой частью энергетической стратегии Китая. Ее мощность составляет 22,5 тысячи мегаватт. Это эквивалентная энергии 15 ядерных реакторов.
Казахстан собирается пополнить бюджет с помощью военных самолетов. Авиацию Минобороны страны предлагают использовать для транспортировки коммерческих грузов. Это решение может стать настоящим прорывом в авиационной отрасли, а также помочь государству снизить расходы. Конечно же, без ущерба для боевой готовности армии. Опыт ряда стран, в том числе Великобритании, Кореи, Германии, Турции, Египта, России и Беларуси, показывает, что военно-транспортная авиация может эффективно применяться в гражданских целях. Если же военные самолеты превратят в доставку полезных грузов, то это станет своеобразной золотой жилой для республики. Среди ожидаемых результатов внедрение предлагаемых норм, расширение сферы использования военной авиации, повышение ее загруженности, содействие бизнесу в сфере логистики, снижение нагрузки на бюджет и получение дополнительных источников финансирования на ремонт и развитие авиации. Гражданин Узбекистана отправился на пожизненное заключение в одну из украинских колоний за серию убийств, которые он совершил на территории Украины. Полиция страны поймала маньяка, который на протяжении 6 лет убивал людей. За это время его жертвами стали 8 украинцев, 1 узбек, 1 гражданин Литвы и еще гражданин Грузии. В целом же 11 человек. Большую часть жертв он задушил, других забил камнями. Самой старшей жертве гражданина Узбекистана 81 год. На следственных экспериментах задержанный с большим удовольствием и даже с восхищением рассказывал, как нападал. Кроме того, известно, что одному человеку удалось спастись только из-за того, что нападение увидели случайные прохожие. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.